районных центров, где планируется сбор, там, значит, массовый сбор людей на отдых, значит, проверить еще раз. И если есть какие-то там замечания, при неустранении, значит, закрывать и не давать возможности собираться к людям. Значит, в первую очередь, еще раз повторяю, безопасность, пусть развлекаются, отдыхают, как вчера вот здесь вот на площади, значит, великолепно на открытом воздухе, чем мы создадим условия угрозы жизни где-то в закрытых помещениях. Значит, это раз. И второе, в отношении использования пиротехники. Еще раз, у нас есть определенные места, да, для проведения, у нас есть конкретно обученные для этого люди. Еще раз повторяю, значит, и для МВД, и для МЧС. Если у нас опять будет стоять такой же грохот, эти трассеры будут летать над городом, значит, задача, буду считать, не выполнена ни МВД, ни МЧС по предупреждению, по профилактике, значит, недопущению вот этих вот безобразий. Значит, все главное управление, центр, значит, окружной центр. Кого еще можем? Ну, можем Евкурова попросить, ну, можем там Конокова попросить. Если мы соберем всех, ну, исполняющие обязанности, Кокова. Значит, если мы всех позовем, все равно вопросы к ЧС, да, вот, не дай бог, да, мы не обеспечены. Речь идет о том, чтобы обучить как можно больше людей, значит, на предприятиях, независимо от формы собственности, там, независимо от того, является он главой администрации или главой там, структуры, которая занимается животноводством или еще чем-то. Вот о чем идет речь. Деньги были выделены, значит, оборудование и снаряжение было закуплено, имеется в наличии. Что касается выполнения обязательств администрации, они на сегодняшний день не выполнены. Работа, в принципе, она проводилась Моздовским районом, проводилась пригородным районом. Город Владикавказ никак не мог определиться, что и как делать. Но по значит, докладам глав администрации Моздока и пригородного района, эта работа будет завершена до начала купального сезона очередного 2014 года. Значит, и мы с вами ежеквартально встречаемся, говорим, в принципе, по одним и тем же вопросам. Что касается вопросов создания ИДДС, я еще раз добавлю, что у нас два только муниципальных образования, которые на сегодняшний день практически не в состоянии обеспечить работу данной службы. Это Иравский район и Дегорский район. Я попрошу принять меры. В лучшую сторону я могу отнести это Кировский район, где все требования, значит, указа президента 1632 выполнены в полном объеме. Значит, ну представьте себе, что мы реализуемся, да? А муниципальные образования, они будут готовы к получению этих услуг через электронные виды там, и так далее. Нет, не будут выделены люди, не будут организованы их рабочие места и так далее. То мы эти деньги, а эти деньги немалые, в одном случае это 120 миллионов, в другом случае это 140 миллионов. Это почти 300 миллионов, господа, это почти полмиллиарда рублей. Мы тогда практически покупаем дорогую игрушку, на которой будем любоваться со стороны и не пользоваться им. Это неправильно. Лучше мы тогда на эти деньги купим элементарно инсулин и не будем, значит, тревожиться по поводу больных и зависимых от инсулина. Давайте определяться, господа, что нам надо. Может, лучше инсулин тогда? Наверное, да, я так скажу. А с другой стороны, представьте себе ситуацию, когда надо кричать «Хелп!», да, и надо набирать там, сколько цифр надо набирать? 6 по городу и 12 по сотовому, а пальцы сломаны. Что, как набрать? 3 циферки там, 112. Или одну кнопку СОС, и все, и спасены жизни.